Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы начинаем 6-й урок информационной войны. Я профессор, доктор политических наук Игорь Панарин. На сегодня тема — это украинский кризис и информационная война против, собственно, народа России, которая осуществляется с территории Украины. Вот так я бы рассмотрел эту ситуацию. Ну, для начала несколько исторических аспектов, потому что они имеют прямое отношение как раз к теме нашего, собственно, занятия. Это информационная война, связанная с украинским кризисом. Ну, первое, что создатель древнерусского государства, сын Умилы Новгородской и князя Славян-Бодричей Годослава Рюрик, родился недалеко от немецкого города Любек, а это славянский город. И затем, потому что он был сыном Умилы Новгородской, вернулся к себе в Великий Новгород и стал великим новгородским князем и создателем древнерусского государства. Это принципиальный момент. Второе, на что я бы хотел обратить внимание, все помнят, как Беркут действовал достаточно эффективно в ходе событий на Майдане, но вот символ как раз Рюрика — это и есть Беркут, ну и сам символ трезубец на украинском флаге — это стилизованный символ великого новгородского русского князя Рюрика, и мало кто, наверное, на Украине об этом знает, а те, кто знают, стараются не афишировать эту информацию. Далее великий русский князь Рюрик создал древнерусское государство, и через некоторый период времени как раз и Киев был присоединен к этому древнерусскому государству, и какое-то время был даже столицей Древней Руси. Ну, крайне непродолжительно. Затем столицей Руси стал Владимир, ну и затем уже Москва. Вот, собственно говоря, древний пласт истории. Второе, собственно, Украина как государство никогда не существовала и впервые появилась только в 1991 году. Из чего состоит территория этой страны, которая, с моей точки зрения, является несостоявшимся государством. Но только две цифры: за 23 года своего существования население Украины уменьшилось на 15%. Ну, одна цифра: население советской Украины было 52,5 миллиона человек в 1991 году. Население Украины еще с Крымом на 1 января 2014 года было 44 миллиона. То есть падение на 8,5 миллионов — это, по сути, геноцид украинского народа за годы независимости. Ну, для примера, за годы оккупации с 1941 по 1944 год население Украины потеряло 5 миллионов человек, то есть немного меньше. Если вспомнить расстрел в Бабьем Яру в течение сентября-октября 1941 года, то было расстреляно около 200 тысяч только жителей Киева. Следующий важный компонент — валовой продукт современной Украины составляет 59% от валового продукта советской Украины 1991 года. То есть мы видим гигантское падение за 23 года существования. Ну и третий компонент несостоявшегося государства — это отсутствие международно признанных границ. До сих пор это тщательно скрывается, кстати, от населения Украины. Страна эта не имеет границ, признанных Организацией Объединенных Наций. По сути, собственно, это один из главных признаков, скажем так, термина несостоявшегося государства. Теперь второй исторический аспект: из чего, собственно, состоят вот эти территории несостоявшегося государства. Ну, прежде всего, в 1654 году к Московскому царству была присоединена Малороссия. Что такое Малороссия? Это область, которая в основном представляет из собой сегодня центральную Украину. Это Киев, Полтава, еще ряд городов. Ну, примерно это около 40% современной территории России. Вот что такое Малороссия, которая вошла в состав Российской империи, сначала Московского царства, затем Российской империи, и существовала до 1917 года как Малороссия. Вторая часть — Новороссия, крупная, которая, собственно говоря, составляет около 30% населения территории, да и населения современной Украины. Это Новороссия, которая была создана великой императрицей Екатериной II. Все города — Одесса,
Николаев и так далее, Новороссия, они были образованы указами Екатерины II и, собственно, кардинально отличаются от Малороссии, никогда не входили до 1917 года в Малороссию. Третья часть, достаточно большая, это бывшая Червоная Русь. Она существовала до 1380 года как Владимира Галицкое княжество, самостоятельно отколовшееся уже от древнерусского государства, но затем было покорено Польшей и до 1772 года существовало, и вот я хотел обратить внимание, вдумайтесь, название нынешней Западной Украины Русское воеводство, так оно называлось, в составе Польши, оно существовало до 1772 года. Но затем, после раздела Польши в 1772 году, русское воеводство отошло к Австрийской империи, и австрийцы переименовали ее в Галицию. Вот сегодня Западная Украина по-прежнему иногда называется Галицией, но я напомню ее два старых названия. Это Червоная Русь, первое название, собственно говоря, которое существует на всех картах там, начала второго тысячелетия, и русское воеводство. Это примерно 450 лет в составе Польши, как раз так называлась территория Западной Украины. И Буковина – это те области, которые вошли, собственно говоря, в состав нынешней территории Украины уже в 1940 году, но и Закарпатье, где проживают русины, венгры и словаки, тоже никакого отношения никогда не имела к территории Украины. И после победы Советского Союза в Великой Отечественной войны эти территории отошли и были присоединены как раз к территории Украины. То есть мы видим, что, собственно говоря, конфликт, который разворачивается на территории современной Украины, он уже имеет многовековую, скажем так, окраску. И очевидно, что после того, как состоялись референдумы сначала в Крыму, 16 марта, где 97% населения Крыма проголосовало за вход или воссоединение опять с территории своей матери России, Крым вернулся. Но затем я обращаю внимание на два референдума в Луганской области и Донецкой области. Только один пример, около 60 тысяч граждан Украины из этих двух областей проголосовали в Москве, 98% из них проголосовало за создание Донецкой народной и Луганской народных республик. Но на выборах 25 мая в Москве с числа граждан всей Украины, которые находятся на территории России, а это по некоторым оценкам более миллиона человек, пришло проголосовать 875 человек, то есть примерно в 75 раз меньше, чем проголосовало за референдум о независимости Донецкой и Луганской республик. Это как раз говорит об отношении, собственно, населения. И вот основной мотив информационной войны — это заставить тех людей, которые живут на территории современной Украины, верить совершенно в иные ценности, исказить, собственно, историческое прошлое, примерно там 1000 лет назад, ну и прежде всего победу в Великой Отечественной войне, которая, собственно говоря, имела различные оценки на Западной Украине, где часть местной элиты воевала в составе немецко-фашистских войск. Ну и следует подчеркнуть такой важнейший компонент идеологического противостояния, что в белорусскую деревню Хатынь, это акция, которая была в 1943 году, когда сожгли жителей, то в составе карателей было всего лишь 20% немцев и 80% украинских националистов. В Бабьем Яру, когда расстреливали жителей Киева, то немцы также составляли всего лишь 20% тех, кто расстреливал, а 80% составляли как раз украинские националисты. Ну и 2 мая сожжение людей в Одессе, в здании, собственно, это Хатынь Одесская уже, когда сотни людей погибли от огня. И затем сожжение людей в Мариуполе 9 мая на День Победы, когда сожгли милиционеров, которые отказались стрелять в народ, который праздновал День Победы. Собственно говоря,
вот эти трагедии 2 и 9 мая, они, с моей точки зрения, окончательно решают вопрос о том, что Украина в том виде, в котором она существовала 23 года, она уже не будет существовать. Крым уже воссоединился с территорией России, это исконно русская земля, и Севастополь город русской славы, но остальная территория Украины в нынешнем существовании вряд ли, так сказать, предстоит ей длительное существование. Каким будет выбор? Выбор Новороссии, тех регионов, уже более-менее определен. Они считают, что бывшая Новороссия должна войти в таможенный, а затем в Евразийский союз и быть в тесном союзе с Россией. А куда, собственно, направится Малороссия и Червоная Русь, или бывшее русское воеводство, или нынешняя Галиция, Западная Украина, вопрос пока остается открытым. С точки зрения самой информационной войны, здесь следует обратить внимание на те события, которые проходили в Киеве, начиная с конца ноября 2013 года по 21 февраля. В ходе этих событий действующий президент Янукович проявлял все как раз негативные качества политического лидера. Еще раз напомню, с точки зрения теории информационной войны, что одним из объектов воздействия является психика лица, принимающего решения, в данном случае президента Украины. Но я напомню, что после того, как на Киевском Майдане в конце ноября собрались протестующие оппозиционеры, протестующие против того, что президент Янукович отказался подписывать соглашение с Европейским Союзом о вхождении в экономическую ассоциацию с ЕС, то сотрудники Беркута в течение часа, собственно, разогнали этот митинг совершенно быстро и бесконфликтно. Но на следующий день именно против сотрудников киевской милиции и Беркута были как раз возбуждены уголовные дела, и президент Янукович обвинил их в недопустимом применении силы. Это сразу вызвало отторжение, собственно говоря, среди силовых структур и правоохранителей. И далее на протяжении, собственно говоря, нескольких месяцев шли непонятные действия, когда правоохранители были все без оружия, и они совершенно открыто подвергались насилию, их били, стреляли, убивали. Но решение по разгону, собственно говоря, и тем неправомерным действиям, которые были предприняты оппозицией, президентом Януковичем не предпринималось. Он рассчитывал, собственно говоря, найти компромисс. И компромисс, казалось, был уже найден. Было подписано соглашение, которое скрепили своими подписями 3 министра иностранных дел европейских ключевых государств. Это Германия, Франция и Польша. Но, однако, это соглашение было полностью нарушено оппозицией. И с точки зрения информационной войны следует обратить на ключевой момент этого противостояния. Несколько месяцев ситуация, собственно, развивалась, скажем так, в таком поле равномерном, то успокаивалась, то дестабилизировалась, но не было коренного поворота в ходе этих событий. И, наконец, ключевой момент — это, конечно, расстрел снайперами, который произошел 21 февраля в центре Киева. До сих пор неизвестны, кто эти снайперы, но ясно уже всем, что сначала снайперы стреляли по сотрудникам Беркута, а затем эти же снайперы стреляли в спину по молодым оппозиционерам, в основном с территории Западной Украины. Следует еще обратить внимание на то, что нынешнее правительство Украины, 78% выходцы из бывшей Червоной Руси, русского воеводства, Галиции, Западной Украины. Вторая цифра, которая тоже любопытна: один только Донбасс или Донецкая область имеет
показатель валового продукта в 3 раза больше, чем вся Западная Украина. То есть, собственно, Донбасс и кормит всю Западную Украину, которая является дотационным регионом. И здесь мы наблюдаем, собственно говоря, экономические аспекты больших разногласий, региональных противоречий, экономических противоречий между вот этими частями Украины, которые были сведены, скажем так, в одну территорию, которая не имеет границ. Ну, для примера, Луганская и Донецкая области, они вошли и Харьковская, они не входили раньше в Новороссию, но они вошли в состав Украины решением Владимира Ильича Ленина для того, чтобы придать большую сбалансированность большевикам в борьбе за власть в тот период времени. Итак, с точки зрения информационной войны я хотел бы обратить внимание, что расстрел снайперами мирного населения и сотрудников правоохранительных структур, прежде всего Беркута, явился ключевым поворотным событием в ходе длительного гражданского противостояния. Сразу же оппозиция и западные СМИ обвинили в том, что это действовали правительственные снайперы. Сразу же в этом был обвинен действующий президент, руководство Министерства внутренних дел, других силовых структур. И, по сути, на следующий день произошел государственный переворот. То есть именно снайперская атака была главным ключевым моментом, который изменил ход событий. Следует подчеркнуть, что атаки снайперов не впервые использовались в ходе вот таких государственных переворотов. Первая такая атака была произведена в 1989 году на территории Румынии, которая, кстати, претендует сейчас на часть территории Украины, которая раньше входила в состав Румынии. В 1989 году президент Чаушеску, как заявили тогда оппозиционеры, отдал приказ о расстреле мирной демонстрации в Тимишоаре. Точно так же группа неизвестных снайперов убила около 40 сотрудников правоохранительных структур и около 150 демонстрантов. То есть было расстреляно там в течение часа около 200 человек. В этом немедленно был обвинен лично Чаушеску, и по сути это кардинально изменило внутриполитическую ситуацию в этой стране. И, собственно говоря, Чаушеску закончил очень печально. Он был арестован вместе с женой, расстрелян, и потом даже их тела сожжены. Но следующие события показали, что, скорее всего, Чаушеску не имел никакого отношения к этой провокации. Но вот эта провокация в системном виде, она повторялась еще во многих странах. Но наиболее ярко, скажем так, это действительно провокация использовалась в Киеве. Есть видеокадры, которые показывают, как нынешний руководитель администрации, исполняющий обязанности президента Украины Турчинова, вывозил человека со снайперской винтовкой как раз в этот день. Есть эти видеокадры. Есть видеокадры, которые говорят о том, что действующий сегодня секретарь Совета национальной безопасности Украины Порубий руководил действиями снайперов. В этом его прямо обвинил бывший руководитель службы безопасности Украины в интервью российским телеканалам. Ну и затем все мы с вами видели кадры, когда они широко транслировались по мировым каналам и российским телеканалам, когда из гостиницы «Днепр» выходили люди со снайперскими винтовками и садились в автобусы, и руководил их эвакуацией как раз действующий секретарь, в тот период времени комендант Майдана Порубий. Таким образом, с точки зрения противостояния, которое было между оппозицией и действующей в Киеве властью, велось активное информационное противоборство, и оппозиция всегда обвиняла власть в том, что она применяет оружие. Но события последующие показали, что сотрудники Беркута, которые находились в Киеве из всех регионов, они вообще не имели оружия с собой. То есть они никак физически вообще не могли стрелять, и уж тем более убивать в спину оппозиционеров. И вот этот момент ключевой с точки зрения ведущейся информационной войны, кто же организовал эту провокацию со снайперами, кто несет за это лично ответственность и кто, собственно говоря, будет наказан, по крайней мере, за это чудовищное преступление.
потому что действительно были зверски убиты более 100 человек этими снайперами, и по некоторым данным эти снайперы представляли из себя иностранных наемников, но точного расследования пока не проведено. Единственное, что уже сегодня ясно, что даже парламентская комиссия Верховной Рады Украины признала, что по оппозиционерам стреляли не сотрудники Беркута, в чем вначале обвинили действующие властные сегодня структуры в Киеве громогласно на весь мир. Поэтому эта история требует своего дальнейшего развития. И я надеюсь, что все-таки независимое расследование будет проведено, и, конечно, мы узнаем истинную правду. Теперь, собственно, о перспективах информационной войны. Здесь очень важно подчеркнуть, что если мы в прошлом уроке говорили о том, что социальные сети активно использовались уже в сирийском кризисе, то следует подчеркнуть, что Facebook в 2014 году стал одним из главных инструментов воздействия на мировое общественное мнение, главным каналом поставки новостей для различных мировых информационных агентств. Это вот специфика уже ведения информационной войны в ходе украинского кризиса. Чем это объясняется? В начале марта, конкретно 9 марта 2014 года, в Киев прибыли 16 офицеров киберцентра НАТО, которые дислоцируются в Таллине, столице Эстонии. Вот это принципиально новый момент. Затем к ним прибыло еще около 20 офицеров. То есть мы сегодня имеем на территории Киева, помимо действующих сотрудников ЦРУ, ФБР, английской разведки МИ-6, о чем официально, скажем так, согласились с этой информацией правительственные структуры Соединенных Штатов Америки, Великобритании, и американцы официально признавали, что директор ЦРУ несколько раз посещал Киев в ключевые моменты времени, и что сотрудники ЦРУ и ФБР находятся на территории Украины, как он высказался, консультируют по вопросам безопасности и другим политическим моментам. Ясно, что присутствие этих людей достаточно эффективно, потому что вот этот командный киберцентр НАТО, он организовал мощную информационную кампанию в Фейсбуке, используя, собственно, возможности не только киевские, но и глобальные. И здесь я напомню пример, который я приводил в 5-м уроке информационной войны, касающийся Сирии, когда там 2 человека, находящиеся в Лондоне, давали 80% негативной информации о правительстве Сирии в социальных сетях. Выяснилось также, это получило широкое распространение в российских, да и мировых средствах массовой информации, что в период украинского кризиса в социальных сетях, прежде всего в Фейсбуке, писала очень много сообщений, якобы дочь украинского офицера из Крыма. Писала она негативную информацию о России, о российских военнослужащих, о населении Крыма и так далее. Так вот, выяснилось, что под этим ником выступает капитан вооруженных сил Соединенных Штатов Америки на военной базе в Бахрейне. Ну, может быть, не все знают, где Бахрейн, это район Персидского залива. То есть получается, что человек, находящийся территориально в Бахрейне, в районе Персидского залива, представляясь дочерью украинского офицера из Крыма, давал периодически негативную информацию о России, о российских вооруженных силах и о проведении референдума в Крыму 16 марта. Вот, собственно говоря, одна составляющая. Вторая составляющая, киберцентр НАТО организовал целую сеть людей в Фейсбуке. Одни из них являются понимающими цели своего воздействия и активно действуют в рамках информационных операций этого киберцентра НАТО. Другие не понимают и действуют, или их используют в темную, но тем самым в социальной сети Facebook большое количество людей, которые пытаются донести именно точку зрения тех, кто совершил государственный переворот, и убедить их в правильности, убедить всех, собственно говоря, в правильности совершенного государственного переворота. Это вот тоже новая специфика, когда, собственно говоря, Facebook
на протяжении примерно 5 месяцев активно используется как арена информационной войны. И следует сказать, что этот опыт России необходимо учесть, потому что мы пока, скажем так, в системном виде не имеем определенных структур, которые доводят структурно, системно российскую точку зрения до пользователей социальной сети Facebook. И вот это, пожалуй, второй, скажем так, важный урок, который следует вынести из хода информационной войны на территории Украины. Третий урок. Следует обратить внимание, что личность политического лидера, если она является так же ключевой, как и в сирийском кризисе, действия президента Владимира Путина, особенно вот в ситуации воссоединения Крыма с Россией, были практически безупречны, решительны, а с моей точки зрения его речь 18 марта перед участниками в Кремле, в котором участвовали руководители палат Федерального собрания, депутаты, политики, в том числе представители Крыма и Севастополя, она является в какой-то степени шедевром информационной войны, и мне кажется, что ее необходимо внимательно изучить. То есть это означает, что Россия, исходя из негативных событий на Ближнем Востоке, в Ливии, в Сирии, в Египте, в ряде других стран и, собственно, в первых месяцах украинского кризиса смогла в ключевой момент времени бескровно, без потрясений провести операцию по воссоединению Крыма. И здесь еще важно отметить, что попытка использовать снайперов была и на территории Крыма. Я напомню, опять же, аналогичную ситуацию с Киевом, когда неизвестный снайпер, к сожалению, они не были арестованы и представлены пока перед судом, но он сначала убил украинского военнослужащего, а вторым выстрелом убил российского военнослужащего. То есть цель была, собственно говоря, стравить и начать, собственно говоря, конфликтную зону в ходе воссоединения Крыма. Но здесь достаточно четко действовала прокурор Крыма Поклонская, и ее пресс-конференция, которая была проведена практически сразу после этого трагедии, она сняла все, скажем так, вопросы и не позволила этой провокации сработать. Поэтому вот здесь третий урок из информационной войны в ходе украинского кризиса, что те люди, которые отвечают за правоохранительную сферу, могут и должны эффективно действовать в информационной сфере. И мы имеем потрясающий урок с Натальей Поклонской, которая стала даже, как ее называют, звездой интернета только потому, что ролик с ее пресс-конференции был воспринят во многих странах, и наибольший эффект он имел, как ни парадоксально, в такой восточной стране, как Япония. И просмотр ролика вот с выступлением Поклонской, это, конечно, вызывает, с одной стороны, как у аналитика изумление, а с другой, как воодушевление. Более 1 миллиона человек просмотрели этот ролик с ее пресс-конференции. Конечно, это точка убедительного зрения, которая была и доведена, она в каком-то смысле содействовала применению бескровного варианта воссоединения Крыма с Россией. Поэтому мне кажется, что Россия, если посмотреть весь украинский кризис и с точки зрения ведения информационной войны, действовала достаточно неплохо. Следует отметить еще и слаженность действий российских всех телеканалов, замечательные действия тележурналистов Russia Today, Россия сегодня и также Нова, собственно, нашего СМИ, который действует в политической сфере впервые, это телеканал Life News. Ну и, как мы помним, журналисты именно этого телеканала смогли заснять украинские вертолеты с символикой ООН, которые, собственно, стреляли по мирному населению Славянска и других городов Донбасса. Это военное преступление. Журналисты смогли это преступление отфиксировать. Поэтому это как раз говорит о том, что Россия с точки зрения информационной войны действовала
достаточно эффективно. Ну и героем информационной войны можно назвать, конечно, Рамзана Кадырова, который несколько раз сделал по ходу украинского кризиса удачные заявления, ну и затем великолепно провел операцию по освобождению этих двух захваченных в плен журналистов Live News, но и не только саму спецоперацию, но и информационно он достаточно действовал эффективно и вселил уверенность в том, что Россия во многом сможет и не только дипломатическими, но и информационными средствами поддержать восставший народ Донбасса, на который напали каратели киевской хунты. Поэтому общий вывод из украинского кризиса можно было бы сделать следующий. Россия оказалась готова к развитию этого украинского кризиса. Она смогла в определенные моменты времени действовать мгновенно, быстро, эффективно в информационной сфере. Но следует отметить, что украинский кризис, думаю, будет развиваться еще примерно в течение года-двух лет, пока, собственно говоря, окончательно Новороссия не станет субъектом международного права, ну а затем уже Малороссия и русское воеводство, нынешняя Западная Украина, не определятся со своим дальнейшим ходом развития. И задача, конечно, информационных аналитиков внимательно наблюдать за ходом информационной войны и стараться делать выводы для того, чтобы не допускать ошибки в будущем.